Альтернативные источники энергии. Сегодня Сахаэнерго организовала тест-драйв своих переносных солнечных электростанций. С места испытания продолжит Виталий Абрамов. Малые солнечные электростанции представляют собой автономные источники питания для приборов и устройств, работающих от постоянного тока. Самая мобильная и доступная станция представляет собой небольшой чемоданчик весом 25 килограмм, к которому можно подключать устройство до 300 ватт. 3 чемоданчика уже полностью укомплектовано. Оборудование, инвертор, контроллер заряда-разряда, аккумулятор гелевый и герметичный, необслуживаемый. То бишь уже взял и уже можно с собой везти в лес и сразу подключить оборудование. Модели постарше уже на 100 ватт и могут поддерживать работу вплоть до холодильника. СЭСы могут эксплуатироваться и в качестве бесперебойного источника питания, а срок эксплуатации составляет 20-25 лет. Некоторые особо храбрые журналисты попробовали подключить и свои смартфоны. Берем обычное устройство, зарядное в каждом автомобиле есть, у каждого автолюбителя. Подключаем, и вот заряд 47%. Но основными потребителями, как полагают разработчики, станут наши охотники. И это подтверждает главред журнала Баянай, так как он сам не раз видел подобные станции у своих знакомых в тайге. Но они были громоздкие и малотранспортабельны. На севере даже вот такие эти полярные ночи стоят. И я считаю, вот это табунщикам, там, фермерам, охотникам, рыбакам это очень такая удобная и незаменимая вещь. Компания на сегодняшний день изучает рынок, а также спрос населения на новые технологии. И обещает, что уже в скором времени солнечные станции поступят в продажу. Их стоимость будет составлять от 20 до 45 тысяч рублей. Наши потребители вообще в далеком отдаленном участке смотрели Олимпиаду через наши панели. Это было очень так радостно, и они прямо каждый день смотрели. У них там электричества вообще нету, да, получается? Мероприятие проводилось в преддверии международной конференции «Возобновляемая энергетика в изолированных системах Дальнего Востока России», на котором будут представлены возможности этих электростанций. Виталий Абрамов, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.